Добрый день, коллеги. Сегодня протягиваем наше завещание. Коль ласка, слово предоставляется биологическому факультету. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, у нас в этом году проходил, в этот раз, скажем, я представляю конкурс по бюджетной дневной форме и заочной бюджетной форме. Соответственно, у нас по дневной бюджетной форме образования подали заявление 254 абитуриента, участвовали в конкурсе 209 абитуриентов. Были рекомендованы к зачислению без экзаменов 19, в том числе лица, награжденные золотой медалью или серебряной медалью, либо закончившие учреждение среднего специального образования с дипломом с отличием. Таких было 16. Выпускников профильных классов 3, лица, которые имеют право на зачисление вне конкурса 4. Соответственно, общий конкурс 137 мест. В общем конкурсе участвовало 205 абитуриентов, проходной балл составил 311, полупроходной 310. То есть, все места были заполнены. Рекомендованы к зачислению также 3 абитуриента с полупроходным баллом 310, поскольку абитуриенты отказались от зачисления. Это Печникова, Наумчик, Качан, Лобович и Осипенко. Также рекомендован к зачислению 1 абитуриент с полупроходным баллом, то есть 4 абитуриента со следующими после полупроходными баллами. Абитуриент Лапыш зачислен по преимуществу, по положению 27.1. Считать не прошедшими по конкурсу 5 абитуриентов, которые отказались от зачисления, и 63 абитуриента, которые набрали 306 баллов и менее. Ну и, соответственно, списки представлены здесь прошедших по конкурсу абитуриентов. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, по вот этой дневной бюджетной форме обучения. Вопросы? Хорошо, тогда кто за то, чтобы зачислить данных абитуриентов, число студентов биологического факультета на эту форму? Против? Держался? Так, по заочно. Да. Результаты зачисления для заочной бюджетной формы обучения. Соответственно, подали заявление 118 абитуриентов, участвовали в конкурсе 111 абитуриентов, рекомендованы к зачислению лица, которые имеют право на зачисление без экзаменов 5, в том числе лица, награжденные золотой и серебряной медалью или закончившие учреждение среднего специального образования с дипломом с отличием, при наличии рекомендаций педагогического совета 5. На общий конкурс осталось 70 мест, в нем участвовало 111 абитуриентов, проходной балл составил 233, рекомендованных к зачислению 69 абитуриентов, которые набрали 233, соответственно, балла и более. Абитуриент Зайцева отказалась от зачисления и рекомендован к зачислению абитуриент со следующим проходным баллом по преимуществу 27.1. Считать не прошедшими по конкурсу 1 абитуриента, отказавшегося от зачисления, 4 абитуриентов, которые набрали 232 балла, и 36 абитуриентов, которые набрали 231 балл и менее. Соответственно, списки также приводятся. Хорошо, вопросы? Если нету, тогда кто за то, чтобы зачислить данных студентов на заочную бюджетную форму? Против? Воздержался? Все, да? Хорошо, спасибо. Факультет социокультурной коммуникации, коль ласка. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, ФСК просит зачислить абитуриентов по 3 специальностям: прикладная информатика, культурология и современные иностранные языки. Специальность прикладная информатика, направление веб-программирование и компьютерный дизайн. План приема 15 человек, подано заявление 29, участвует в конкурсе 19 абитуриентов. Проходной балл составил 331. По сравнению с прошлым годом, в 2019 году он был 324, на несколько позиций он вырос. Рекомендовано к зачислению 15 абитуриентов, которые набрали 331 балл и более. Не прошли по конкурсу 4 абитуриента, набравшие 322 и менее. Следующая специальность
Культурология, план приема 16 человек, подали заявление 32 абитуриента, участвует в конкурсе 28 абитуриентов. Проходной балл 329, он также выше, чем в прошлом году. В прошлом году он составил 318, также, как мы видим, выше на ряд позиций. Рекомендовано к зачислению 16 абитуриентов, которые набрали 329 и более. Не прошли по конкурсу 12 абитуриентов, набравшие 325 и менее. И объединенный конкурс на специальности «Современные иностранные языки». План приема составляет 16 человек, 8 на направление перевод и 8 по направлению преподавания. Подали заявление 50 абитуриентов, участвует в конкурсе 47 абитуриентов, рекомендованы к зачислению. Во-первых, 1 человек по пункту 26.1 сирота, который зачисляется вне конкурса, 1 человек по конкурсу на целевую подготовку, ну и на общий конкурс осталось 14 мест, в общем конкурсе участвовали 44 абитуриента. Проходной балл составил 342. Рекомендованы к зачислению по общему конкурсу 14 абитуриентов, набравшие 342 и более. Не прошли по конкурсу 29 абитуриентов. Ну и хотел бы отдельно остановиться на проходных баллах. На специальность перевод у нас также выше, чем в прошлом году. 357 проходной балл в этом году, 343 в 2019. Ну и выше также по направлению преподавания 342, в 2019 он был 331. Я думаю, что мы наберем и платников. Есть, правда, одна небольшая проблема, она связана с оплатой обучения. Дело в том, что у нашего основного конкурента в МГЛУ плата за обучение по данной специальности на 1000 меньше. Но несмотря на это, я думаю, что набор на платную форму также будет осуществлен. Ну, на следующий год, еще раз повторю, надо будет просто детально продумать вот эти вот вещи, насколько соотношение цена-качество, она в нашу пользу. Будем стараться. Спасибо. Хорошо, спасибо, Сергей Александрович. Вопросы? Кто за то, чтобы тогда зачислить студентов на данные специальности? Прошу голосовать. Кто против, воздержался? Спасибо. Спасибо. Механіко-математичний факультет, будь ласка. Уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Дмитриевич, на механико-математический факультет на дневную бюджетную форму обучения подали заявление 294 абитуриента, и из них рекомендованы к зачислению 16 абитуриентов, которые являются победителями Олимпиад и имеют золотую и серебряную медаль. 1 человек зачислялся как сирота. И в итоге в общем конкурсе участвовали 227 абитуриентов, проходной балл составил 313, полупроходной 312. И рекомендованный к зачислению 171 абитуриент, который набрал 313 баллов. 4 абитуриента отказались от зачисления и решили пойти на платное. И вместо них пошли те, у кого уже балл был 311. 312. Итого получается, что набрали на 9 специальностей. У нас вырос, вообще говоря, проходной балл по сравнению с 2019 годом на 17 пунктов. Ну, 17, да. Так что мы просим зачислить вот этих студентов на 9 специальностей. На 9. Да, на 9 специальностей. Хорошо. Вопросы к Сергею Александровичу? Если нет вопросов, тогда кто за то, чтобы зачислить данные специальности? Кто против? Воздержался? Хорошо, спасибо. Факультет журналістики, будь ласка. Добрый день, шановне господарство. На факультет журналістики на спеціальність інформація, комунікація. План прийому складає 14 чоловік. Подали заяви 26. У конкурсі удільничали 18 абітурієнтів. Рекомендовано до залічення
3 особы без экзаменов, это пераможцы республиканских олимпиад. 5 особ идут па-за конкурсам, згодна з пунктом 26.1 і 26.7. Таким чином, на агульны конкурс застаецца 6 месцаў. У агульным конкурсе удзельнічала 13 абітурыентаў. Прахадны бал складае 375. Ён у гэтым годзе на 15% павялічыўся. Таким чынам, прашу залічыць 6 абітурыентаў, якія набралі 375 балаў і вышэй, і не лічыць непрашэйшымі па конкурсу 7 абітурыентаў, якія набралі 371 бал і ніжэй. Хачу звярнуць увагу, што кантынгент яшчэ стаў больш элітным у нейкім сэнсе, таму што пераважная большасць гэта якраз і все по пункту 27.11 гэта медалісты, гэта ліцэісты, гэта пераможцы олімпіад. У нас ёсць і 100-бальныя атэстаты, і 100-бальныя сертыфікаты, і таму вельмі хорошы набор у гэтым годзе. Прошу залечить. Вопросы к Ольге Михайловне? Тогда кто за то, чтобы зачислить студентов на вот эту специальность? Дякую. Спасибо. Единогласно. Фізичний факультет, будь ласка. Вопросы есть? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Дмитрий Дмитриевич. В этом году на физический факультет план набора составляет 150 человек по общему конкурсу на факультет на 6 специальностей. Всего было подано 177 заявлений от абитуриентов. 4 абитуриента имеют право на зачисление без экзаменов. Это победители республиканских олимпиад по физике и астрономии. На оставшиеся 146 мест по общему конкурсу претендовало 160 абитуриентов. Проходной балл составил 283 пункта. Предлагаем рекомендовать к зачислению 4 абитуриента, которые имеют право на зачисление без вступительных испытаний, 145 абитуриентов, имеющих балл 283 и более, а также, поскольку один абитуриент Шевченок отказалась от зачисления на бюджетное место, рекомендуем к зачислению абитуриента, следующего по сумме баллов. И считать не прошедшими по конкурсу одного абитуриента, который отказался от зачисления, и 13 абитуриентов, имеющих 280 баллов и менее. А отказ был в связи с чем? В связи с тем, что девочка не прошла на ту специальность, на которую она хотела. Она хотела именно только на компьютерную физику. Ну, понятно. Вот. Ну, хорошо, понятно. Вообще. Вопросы к Михаилу Сергеевичу? Тогда кто за то, чтобы зачислить на компьютерную физику число уже студентов? Кто против? Воздержался? Філологічний факультет, будь ласка. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, на романо-германскую английскую филологию план набора 27 человек, подано заявлений 48. Из них 5 человек по конкурсу на целевую подготовку. Вне конкурса 3 человека, проходной балл 345. На романо-германскую, итальянскую, немецкую, французскую и восточную филологию план набора 50 человек, подано заявлений 91. И по специальностям, конкретно по специальностям, картина такая. На восточную китайскую филологию проходной балл 333, на итальянскую 336, на немецкую 347, на французскую 341. Так, ну и по сравнению с прошлым годом картина следующая. На английскую было 327, в этом году 345. На немецкую было 332, в этом 347. На итальянскую было 326, в этом 336. На французскую было 326, в этом 341.
На китайскую нет смысла сравнивать, потому что цифры разные. Ну, могу сказать, что верхняя цифра здесь 393. Ну хорошо, спасибо, понятно. Вопросы к Ивану Семеновичу? Тогда кто за то, чтобы зачислить в число студентов по данным специальностям филологического факультета на бюджетную дневную форму? Кто против? Воздержался? Так, химический, да? Химичный факультет, будь ласка. Так, уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, прием на химический факультет по специальности химия лекарственных соединений осуществляется по отдельному конкурсу. План приема на бюджетная форма обучения 30 человек. В конкурсе подали заявление 44 абитуриента, проходной балл был 351. На специальности химия, фундаментальная химия, химия высоких энергий, химия по направлениям научно-производственная деятельность, фармацевтическая деятельность и научно-педагогическая деятельность. План приема составлял 120 человек, 151 абитуриент подали свои заявления, и проходной балл составил 309. Хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что в целом 7 человек подали заявление, отказались от зачисления и подали свои заявления на платное отделение, и соответствующим образом произошел некоторый небольшой дрейф и сдвиг балла. Тем не менее, он выше, проходной балл 309, он выше, чем в прошлом году, на несколько единиц был в прошлом году 304, при том, что, например, на фармацевтическую деятельность он твердо стоит последние годы на одной и той же мистической цифре 336. Что касается структуры приема на химический факультет, то мы очень довольны результатами этого года. 5 победителей республиканских олимпиад, 74 из 150 поступивших это медалисты, и выпускники лицея это 15 из 150, при том, что выпуск в этом году химико-математического профиля лицея составил 21 человек. 15 из 21. 15 из 21. Никто не потерялся. Остальные в мединституте все равно. Понятно. Хорошо, спасибо, Дмитрий Владимирович. Вопросы к декану? Если нету, тогда кто за то, чтобы зачислить в число студентов на химфак по данным специальностям? Кто против, воздержался? Спасибо. Экономічний факультет, будь ласка. Уважаемый Андрей Дмитриевич, уважаемые коллеги, в этом году на 33 бюджетных места на экономическом факультете претендовали 58 абитуриентов. Один он рекомендован к зачислению, так как он победитель Международной олимпиады по математике. 3 человека имеют право на зачисление вне конкурса. Итого осталось на общий конкурс 29 мест. Мы просим зачислить всех ребят. Первоначальный проходной балл был 350 баллов. Это на 20 единиц больше, чем в прошлом году. Но это может быть связано с тем, что 4 места забрали ребята, которые вне конкурса идут. Также абитуриенты говорили, что изначально они планировали поступать за рубеж, но в связи с этой ситуацией они остались у нас. Поэтому рост балла может быть связан именно с этими 2 пунктами. То есть, например, ребята, которые около 380, они сразу предупреждали, что если откроют границу, то мы будем отчисляться. Но на данном... И еще очень удивительно было, что 7 абитуриентов из 29 отказались от зачисления на бюджет и пошли, сразу переподали заявление на платное, на специальность экономическая информатика. То есть разница в 1500 с БГУ их никак не пугала, они пошли именно к нам конкретно на специальность экономическая информатика. Поэтому на данный момент проходной балл у нас составил немного ниже, и мы просим зачислить всех ребят,
которые набрали 335 баллов и более. То есть балл проходной снизился. Понятно. Вопросы к Анне Анатольевне? Если нет, тогда кто за то, чтобы зачислить по данным специальностям число студентов? Кто против? Сдержался? Спасибо. Заочная бюджетная форма обучения. У нас 10 бюджетных мест. Мы просим зачислить ребят, которые набрали более 279 баллов. То есть это 10 человек. Понятно. Вопросы? Тогда голосуем, кто за то, чтобы зачислить. Спасибо. Единогласно. Спасибо. Юридичний факультет, будь ласка. Добрый день, уважаемый Анатолий Дмитриевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Юридический факультет просит зачислить следующих абитуриентов по отдельному конкурсу по специальности политология. У нас 2 бюджетных места. Одно из них подали заявки 10 абитуриентов, а один человек имел право на зачисление без экзаменов по результатам республиканской олимпиады. И на общий конкурс осталось 7 абитуриентов. Проходной балл составил 365 баллов. Соответственно, один человек, у которого было 365 баллов, он проходит по конкурсу, и мы ходатайствуем о его зачислении. И 6 абитуриентов, которые набрали 349 и менее, они не проходят по конкурсу. Я хочу сразу отметить, поскольку раздельные конкурсы, динамика какая по этой специальности. В этом году увеличилось на значительное количество баллов по политологии, на 15 баллов по сравнению с прошлым годом, еще более по сравнению с 2018 годом, то есть динамика очевидно положительная, и дети целенаправленно шли именно на эту специальность. Вот в частности, те абитуриенты, которые прошли по конкурсу, не прошли, они целенаправленно шли сюда на политологию. По общему конкурсу на 2 специальности правоведение и экономическое право план составляет 100 человек, участвовали в конкурсе 143 абитуриента, проходной балл составил 358 общий, но он примерно равный, полупроходной 357, и как раз на правоведение 358 и 357 на экономическое право, то есть примерно паритетно распределяются интересы среди абитуриентов, несмотря там на определенную разницу в количестве мест среди этих специальностей. То есть это разделение по специальностям вполне обоснованно и логично подтверждает себя. Опять же, подчеркну, что вырос конкурсный балл и по этой специальности, по этим 2 специальностям на 4 балла по сравнению с прошлым годом. И, как показывает анализ поступающих, статистика абитуриентов, примерно половина из них – это медалисты, четверть имеет 100 баллов по сертификатам по централизованному тестированию, самый высокий балл – это 397, и не выскакивающие, да, вот так вот за пределы, а так вот планомерно 390, 385 и так далее до проходного балла распределены вот эти все места. То есть очень хорошие такие сильные ребята, целенаправленно идут, поступают изначально. Это то, что касалось очной формы. По заочной бюджетной форме обучения план составил 19 человек. Подали заявление 33 абитуриента, участвуют в конкурсе 33. Проходной балл составил 274 балла. То же самое, и здесь идет динамика весьма высокая, рост проходного балла. В прошлом году на более чем 10 пунктов он был ниже. Также ходатайствуем о зачислении указанных в проекте приказа абитуриентов. Хорошо, спасибо. Вопросы к Татьяне Николаевне? То есть мы сейчас и по дневной, и по заочной так голосуем. Да. Если вопросов нет, тогда кто вот за то, чтобы по данным 2 формам обучения зачислить как студентов данных абитуриентов? Кто против? Единогласно. Хорошо, спасибо. Военный факультет.
Добрый день, уважаемые товарищи. Начальник военного факультета полковник Юнец. В этом году на военный факультет осуществлялся набор по 5 специальностям. По плану должны набрать 39 человек. Специальность международные отношения, специализация международные отношения в военной сфере. План приема составляет 10 человек, подали заявление 15 абитуриентов. К зачислению рекомендуется 4 человека. Это лица, которые имеют право на зачисление без экзаменов, выпускники Минского Суворовского военного училища. Проходной балл составляет 347 на 25 баллов выше, чем в прошлом году. Таким образом, рекомендованы к зачислению еще 4 абитуриента, которые набрали 347 баллов. По специальности правоведения, специализация юрисконсульская работа в военной сфере. План приема составляет 3 человека, подали заявление 8 абитуриентов. Один абитуриент имеет право на зачисление без экзаменов, это выпускник Минского Суворовского военного училища. На общий конкурс остается 2 места. Проходной балл составляет 324. Рекомендовано к зачислению 2 абитуриента, которые набрали 324 балла. Балл, в принципе, вырос незначительно, наверное, в рамках статистической погрешности. То есть в прошлом году был 321. Специальность химия, направление радиационно-химическая биологическая защита. План приема составляет 11 человек, подали заявление 12 абитуриентов. Вне конкурса имеют право на зачисление 3 человека, это военнослужащие вооруженных сил, которые, ну, скажем так, имеют рекомендацию от своего командования. Рекомендуется к зачислению 8 абитуриентов. Балл, конечно, низкий, на 100 баллов ниже, чем в прошлом году, составляет только 134. Ну, пока можно, наверное, обосновать только тем, что из этих 11 человек, 8 человек это те ребята, которые проходят сейчас либо срочную службу, либо службу по контракту. Ну, наверное, чуть-чуть подзабыли, потому что все-таки кто-то полгода, кто-то год уже провел в вооруженных силах. Наверное, тяжеловато там думать об этом. Вот. Ну, зато оборона у нас надежная, поэтому можно не волноваться. О лишнем они не думают. Так, специальность геоинформационные системы. План приема 5 человек, подали заявки или заявления 6 человек. Опять же, лица, которые имеют право на числение вне конкурса, это 2 человека, которые суворовцы. В общем конкурсе 3 человека, проходной балл 272. В принципе, опять же, на 10 баллов вырос в соответствии или в отношении с средним баллом, который был в прошлом году. Поэтому рекомендуется к зачислению 3 абитуриента, которые набрали 272 балла и более. Специальность прикладная криптография. План приема составляет 10 человек, подали заявление 10 человек, и они же участвуют в конкурсе. Ну, и все они, соответственно, рекомендуются к зачислению. Проходной балл составил 258. Ну, полковник Юнец доклад закончил, готов ответить на вопросы. Хорошо, спасибо, Александр Иосифович. Вопросы? Если нет вопросов, тогда кто за то, чтобы зачислить по данным специальностям в число курсантов военного факультета? Кто против? Воздержался? Принято. Спасибо. Дякую. На сьогоднішній день протокол залічення вичерпаний, повістка дня вичерпана. Дякую.